вечер, дорогие гости! Сегодняшняя концертная программа, посвященная юбилейной дате самого молодого субъекта Российской Федерации, объявляется открытой. Нынешнего года Республика Ингушетия будет праздновать День своего образования. И мы, представители данного региона, не могли остаться в стороне от столь значимого для нас всех события. Сегодня мы постараемся провести краткий экскурс по пути становления республики. И, конечно, вы увидите на этой сцене выступления многих замечательных артистов. Ровно 20 лет назад, в 1992 году, Съезд народных депутатов Российской Федерации принял постановление о преобразовании Чечено-Ингушской республики в Чеченскую республику и в Республику Ингушетия. Таким образом, 4 июня 1992 года сбылась мечта многих поколений ингушского народа. В составе Российской Федерации в качестве ее полноправного субъекта была образована Республика Ингушетия. Ингушетия из года в год активно развивается. В рамках республиканских и федеральных программ решаются вопросы социально-экономического развития, возводятся благоустроенные дома, открываются лечебные учреждения, школы и спортивные сооружения, привлекаются отечественные и зарубежные инвесторы. Но и главная наша гордость – это строительство города Магаз. В 1995 году на пустыре закладывается камень для возведения столицы республики современной инфраструктурой. Сегодня оно еще не завершено, но несмотря на это успешно функционируют расположенные здесь республиканские и городские органы власти. Город Солнца с каждым днем становится все краше.
20-летию образования Республики Ингушетия в адрес полномочного представительства поступает большое количество поздравительных телеграмм и писем. И сейчас мы хотим зачитать несколько из них. Приветственный адрес главы Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Баматгереевича. Дорогие друзья, сердечно приветствую организаторов, участников и гостей культурно-зрелищного мероприятия, посвященного 20-летию образования Республики Ингушетия. Сегодняшнее массовое мероприятие в городе Ростове-на-Дону является важным событием в культурной и общественной жизни нашей республики. Это праздник не только диаспоры, проживающей в Ростовской области, это хороший повод познакомить всех гостей с самобытной культурой нашего народа. Уверен, что эта прекрасная встреча станет праздником общения и поводом для новых встреч, знакомств, укрепления дружеских и культурных отношений между субъектами Южного федерального округа, представляющих большую семью многонационального российского народа. Искренне желаю всем участникам и организаторам концерта творческих успехов, счастья, добра, мира и благополучия, а гостям приятных впечатлений. С уважением, глава Республики Ингушетия Юнусбек Баматгереевич Евкуров. Председатель Народного собрания Республики Ингушетия Дедигов Мухарбек Ильясович. Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас и всех жителей Республики Ингушетия с знаменательным 20-летним юбилеем Республики. За столь небольшой с исторической точки зрения период времени ингушский народ своим трудом и упорством, единством и сплоченностью создавал духовный, интеллектуальный и материальный потенциал. Республика уверенно идет вперед, развивая демократические реформы, строя взаимовыгодные отношения со всеми народами Российской Федерации. Благодаря усилиям руководства республики сформированы и действуют институты государственной власти, достигнуто гражданское согласие в обществе, динамично развиваются все сферы экономики, здравоохранения и культуры. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее и является твердой гарантией соблюдения прав и свобод человека, прочной основой мирной и счастливой жизни. В этот знаменательный день от всей души желаем вам здоровья, благополучия, новых свершений и достижений на благо Ингушской Республики и всей России. Уважаемые гости, а сейчас слово предоставляется полномочному представителю Республики Ингушетия в Ростовской области Магомеду Беслановичу Дарсигову. Пока он поднимается на сцену, хочу донести до вас приятную новость. Буквально несколько дней назад Магомед Бесланович был удостоен очередной награды – нагрудного знака Министерства образования и науки Российской Федерации за милосердие и благотворительность. Поздравляем Магомеда Беслановича и благодарим его за неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего поколения и проводимую благотворительную деятельность. Добрый вечер, Саид Колшин, салам алейкум. Я, откровенно говоря, после всех поздравительных телеграмм, которые сегодня только две зачитали, очень много было поздравлений всем соотечественникам и землякам, которые проживают в городе Ростове-на-Дону, Ростовской области. Хочу только добавить одно, чтобы то творчество, которое у нас на сегодняшний день будет предоставляться на этой сцене, все лучше мы брали. И все лучше, что у нас есть наша культура, мы делились с другими коллективами, другими национальностями. Самое главное, что за 20 лет образования нашей республики, она реально на сегодняшний день строится. Могу сказать больше, что сам удивился, когда последний раз разговаривал с Юнусбеком Баматгереевичем Евкуровым, когда он попросил меня дать сметы, чтобы построить ледовые катки в каждой школе. Вы знаете, что в Ингушетии никогда не было катков. Бассейнов я вообще молчу, потому что я сам заканчивал, потому что бассейнов не было. Так что она будет развиваться, наша республика, реально она развивается. И хотелось бы, чтобы темпы никогда бы не сокращались, которые есть. А на сегодняшний день я хотел бы от души поблагодарить губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, мэра города Ростова-на-Дону Михаила Анатольевича Чернышова. Хотел бы отдельно поблагодарить министра культуры Ростовской области Резвана Александра Анатольевича, который присутствует сегодня здесь, который оказывал содействие по проведению этого мероприятия. Также всем творческим коллективам, которые будут участвовать у нас сегодня. Это и грузинские, и польские, и украинские. И хотелось бы, чтобы тот маленький праздник, который у нас был, остался у вас впечатлением каждого человека в душе. Спасибо.
Сейчас бы я хотел пригласить на сцену министра культуры Ростовской области Резвана Александра Анатольевича. Дорогие друзья, участники великолепного праздника на Донской земле, я хочу вас всех поприветствовать от имени губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Давайте поаплодируем. Василий Юрьевич информировал, что здесь сегодня в областном великолепном нашем молодежном театре проходит очень важное мероприятие. Это празднование 20-летия великолепной молодой республики Ингушетия. Спасибо, ребята. Я хочу сказать, что очень здорово, что здесь на празднике много молодежи. И символично, что молодежь пришла в молодежный театр. Все, что мы сегодня здесь делаем для вас, вместе с представительством Республики Ингушетия, все направлено для молодежи. И мы ни на минуту не думали о том, как быстро и какой зал представить для этого форума. Лучший зал сегодня молодежный – это наш театр. Поэтому я хочу сказать, что очень много сделано за эти годы Республикой Ингушетии. Вы видели, что подписан договор между правительством Ростовской области, сейчас кадры с Василием Юрьевичем и с президентом Республики Ингушетия. Очень важное соглашение в экономической, социально-экономической сфере, культурной. Но самое главное, дорогие мои, уважаемые коллеги, культура – это именно тот мостик дружбы, который всегда связывал народы юга России. А Ростов традиционно это город интернациональный, город дружбы. И всегда во всем мире, когда встречают ростовчан, говорят: ребята, есть такая национальность, ростовчане. Поэтому, прибывая сюда, ребята, из Ингушетии, из других республик Северного Кавказа, вы должны знать, что здесь живут хорошие, дружелюбные, толерантные люди. Никто никогда не воспринимал на Кавказе и в Ростове жителей Кавказа как какую-то чужеродную единицу. Вы всегда здесь желанные гости. Вы великолепно учитесь в вузах города Ростова-на-Дону, а я знаю, здесь в этом зале мои студенты. Ребята, давайте поаплодируем друг друга. Экономический факультет Донского государственного технического университета почти в полном составе. Ребята из Ингушетии. Я хочу сказать, сегодня большой праздник на Донской земле. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Я хочу сказать, мы обязательно будем такие мероприятия продолжать, чтобы они не были разовые, а мы сейчас обещаем вам всех ежемесячно проводить подобные мероприятия в Ростове и Ростовской области. Спасибо всем. Это факт. Приглашаем на сцену депутата Законодательного собрания Колесникова Игоря Владимировича. Уважаемый Магомед Бесланович, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Разрешите по поручению председателя Законодательного собрания Ростовской области Виктора Ефимовича Дерябкина от всего депутатского корпуса поздравить вас по случаю празднования 20-летия со дня образования Ингушетии. В ноябре 1991 года на референдуме ингушский народ сделал свой осознанный выбор. И вот уже как 20 лет, с 4 июня 1992 года Республика Ингушетия обрела свою государственность. Прошедшие годы были крайне непростыми для республики. Военные действия на Северном Кавказе, сложная оперативная обстановка и террористическая деятельность бандформирований – все это стало существенным фактором сдерживания социально-экономического развития Ингушетии. Несмотря на это, нельзя не восхищаться мужеством и упорством ингушского народа, доказавшего, что тяжелейшие обстоятельства никогда не смогут помешать стремлению любить родину предков и трудиться ради ее процветания на благо своих земляков, не смогут помешать служить своему Отечеству. Именно поэтому очевиден подъем экономики и поэтапное обретение мирной жизни на территории республики. На сегодняшний день успешно реализуется федеральная целевая программа. Вы хорошо о ней знаете. Это социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на период 2010-2016 годы. Стабилизируется криминогенная обстановка, снижается уровень преступности и безработицы, ритмично растет объем инвестиций во все сферы деятельности.
Не так давно, в соответствии с постановлением правительства России, Республика Ингушетия включена в туристический кластер. В результате чего, как вы знаете, в обозримой перспективе на территории республики начнется строительство горнолыжных курортов Армхи и Цори. Кроме того, завершается реконструкция уже на финишном этапе крупнейшего аэропорта Магаз. Поэтому полагаю, что в ближайшее время жители Ростовской области станут частыми гостями и у вас на родине. 9 мая весь мир отпраздновал День Победы в Великой Отечественной войне. Нельзя не сказать и о роли представителей ингушского народа, сражавшихся с захватчиками. Позволю несколько слов об этом. Указом президента, как вы знаете, 1 декабря 2006 года Российской Федерации было введено почетное звание «Город воинской славы», присваиваемое отдельным городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. И, пожалуй, крайне показательно, что одному из первых городов страны в октябре 2007 года это звание было присвоено городу Малгобеку Ингушской республики. Это одно из свидетельств героического сопротивления жителей города, всего ингушского народа в борьбе с немецкими оккупантами. Многие ингуши встретили войну в рядах действующей армии, приняв участие в первых же приграничных сражениях с агрессором, в том числе и в героической обороне Брестской крепости. Среди ее защитников было 200 ингушей. В первые часы войны полк, в котором лейтенант Сароев командовал ротой, провел в кровопролитных и ожесточенных боях в районе Брестской крепости. Славой покрыл свое имя и последний защитник Брестской крепости, который не сдался врагу и вышел из нее. Это был Уматгарей Барханоев. Он был последним защитником. Слава таким героям! И вы знаете, я вспоминаю слова, которые в 2007 году сказал Владимир Владимирович Путин. В 1941 году люди с Кавказа защищали Брестскую крепость, русские люди защищали Кавказ. И всегда, когда мы объединяли свои усилия, мы побеждали. Подобный подход, спасибо, и убежден, должен оставаться базисом современных межнациональных и межрегиональных отношений у нас на Северном Кавказе. Разрешите поблагодарить от лица депутатов Донского парламента, представительства Республики Ингушетия в Ростовской области и лично руководителя Магомеда Беслановича Дарсигова за проводимую работу по гармонизации межнациональных отношений на территории нашей области и в частности в городе Ростове-на-Дону. Это очень важная и крайне актуальная задача. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, примите мои искренние поздравления в связи с предстоящим празднованием юбилея образования Ингушской республики. Пусть мир и согласие будут постоянными жителями нашей родной земли и никогда не покидают ее. Успехов вам и всего самого доброго. Но какой же праздник без подарка? Поэтому позвольте по поручению ректора Ростовского университета путей сообщения предложить осенью этого года провести на базе Ростовского университета путей сообщения праздник, форум-фестиваль «Молодежь Кавказа в образовании, науке, культуре и спорте». На всех площадках, культурных, спортивных, научных. Я думаю, это будет заслуженный праздник и хороший обмен нашими молодыми, талантливыми коллективами. Спасибо. А сейчас приглашаем на сцену председателя комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Сергеенко Юрия Николаевича. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, у меня поручение мэра города зачитать приветственный адрес. Полномочному представителю Республики Ингушетия в Ростовской области. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с 100-летней годовщиной со дня образования Республики Ингушетия. 4 июня 1992 года памятная дата в истории ингушского народа. В этот день начался новый этап развития Ингушетии. Начался процесс
оформления государственности ингушского народа в составе Российской Федерации. За 20-летний период произошло немало существенных перемен в экономической, социальной и культурных сферах республики. Было немало трудностей, но народ Ингушетии их преодолевал, стремясь к сохранению мира и стабильности. Ингушетия активно выстраивает деловые, партнерские, дружеские взаимоотношения со всеми регионами, в том числе с Ростовской областью и городом Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону один из самых многонациональных городов России. Здесь в мире согласия проживают представители более 100 национальностей, дополняя и обобщая духовный мир, культурные традиции друг друга. На протяжении последних лет растет авторитет ингушей. Они достойно представляют свою республику во всех сферах социально-экономической жизни города Ростова-на-Дону. С 2009 года в городе осуществляет деятельность полномочное представительство Республики Ингушетии в Ростовской области. При его поддержке с целью сохранения национальной культуры, традиций языка создана национальная культурная автономия ингушей «Единство». Проводится большая работа с молодежью, оказывается помощь студентам из Республики Ингушетии. Успешно реализуются культурно-образовательные проекты, тем самым внося большой вклад в развитие мира и согласия, гармоничных межнациональных отношений города Ростова-на-Дону. В этот знаменательный день искренне желаю вам здоровья, благополучия, мира и согласия, больших успехов в трудовой деятельности. С уважением, мэр города Ростова-на-Дону Михаил Анатольевич Чернышов. И зная о том, что ваша община проводит очень большую работу в культурной жизни, и все это достойно снятия, как говорится, на видео, от имени администрации города это подарок вашей общине, видео. А сейчас слово предоставляется заместителю полномочного представителя Чеченской Республики Хаджаеву Алишеру Алиназаровичу. Добрый вечер. Очень приятно выступать в таком зале. Я имею в виду театр роскошный. Так случилось в жизни, что в начале 90-х, в середине 90-х годов репортерские мои дороги привозили меня неоднократно в Ингушетию. Это было самое тяжелое время, наверное, в истории чеченского народа, когда маленькая по территории республика и по населению небольшая практически удвоилось, потому что количество беженцев в первую кампанию составляло по разным источникам от 250 до 300 тысяч людей. И ингуши приняли своих войнарских братьев, которые попали в страшную беду, и делились буквально всем. Как говорят ингуши, бедой проблем яц. И вот так и получилось. Последний кусок хлеба они делили со своими братьями. Что можно сказать? Да, тяжелейшее было время. Я тому свидетель. Но сейчас республика меняется. И пример тому, Александр Анатольевич сейчас говорил, 2/3 сидящих в зале и на балконе – это студенты высших учебных заведений Ростовской области. Это будущие специалисты, которые вернутся в республику, и это даст новый толчок к развитию Ингушетии. Правильно было сказано о том, что Дон многонациональный, край гостеприимных людей. И величайшая благодарность дончанам за то, что во все времена, в самые тяжелые времена, они принимали на Дон, но с Доном выдачи, как известно, нет. Я от всей души поздравляю всех ингушей и всех ростовчан, потому что Ростов, Ингушетия, юг России, Россия великая наша, это все наша одна единственная и любимая Родина, наша страна. Да, мы разные по национальности, да, мы говорим на разных языках, но нас объединяет, во-первых, великий и могучий русский язык, без которого мы друг с другом просто не могли бы общаться. И еще я в этот памятный день с большим удовольствием и почтением вспоминаю имена таких выдающихся ингушей, с которыми мне приходилось в годы Первой войны общаться, и
даже в Афганистане. Это президент Ингушетии Руслан Алушев, с которым мы который мне, как журналисту, очень много помогал во время первой военной кампании, как на территории Чечни, так и в Ингушетии. Это только что спустившийся с этой сцены Магомед Дарсигов. Не потому, что он полномочный представитель президента Ингушетии в Ростове-на-Дону. Нет. Он крупный организатор крупного транспортного предприятия. И, наверное, в голову не приходит пассажирам, когда они садятся в один из 400 комфортабельных автобусов, и эти автобусы доставляют их на работу или с работы домой, что всем этим хозяйством руководит 24 часа в сутки Магомед Дарсигов. Не знаю, как в Ростове, но за пределами Ростова, может быть, мало кто знает, что все человечество от нелюдя и подонка освободил тоже ингуш. Амурхан Янзиев – это человек, который вычислил и захватил Чикатило. Вот это делают ингуши. Низкий вам поклон и с праздником вас. Большой привет от ваших соседей, от чеченского народа. Спасибо. Нам очень приятно отметить, что сегодня в зале присутствуют и представители многих диаспор и землячеств Дона. И я приглашаю к нам на сцену руководителей национально-культурной автономии города Ростова-на-Дону. Салам алейкум. Я представляю Ростовское региональное Азербайджан национальную культурную автономию Вагил Мустафаев. Во-первых, действительно, сегодняшний праздник, так что нас Азербайджан радует. Наверное, всеми народу, донскому народу радует этот праздник. Действительно, праздник большой, хороший. Действительно, в конце концов, ингуши выбрали себе отдельное государство, как говорят, внутри России, конечно. Но поздравляю всех наших диаспоров, всех Дона, с этим праздником. Вам мир и всегда вашему дому. Спасибо. Ростовская областная общественная организация «Аполлония Дона». Я не буду повторяться, насколько ингуши – это народ мужественный, богатой историей. Об этом уже много сегодня говорили и будут еще говорить. Мы также знаем и помним ваших олимпийских чемпионов. Вы ими богаты чемпионами мира. Есть чем гордиться, много спортсменов. Также совсем недавно, в честь 9 мая и Дня независимости вашей республики, также знаем, при помощи Министерства экономики у вас был велопрогон. Очень такое зрелище. Что еще? Хочу поздравить от всех поляков и диаспор и поблагодарить нашу администрацию области за то, что помогают в проведении таких праздников, для того, чтобы наш многонациональный Дон был тихим. Вот один из светлых и замечательных праздников. Ну что, спасибо вам огромное, и нech наша співпраця będzie owocna.
Пользуясь случаем, хочу пригласить вас. У нас в этом году тоже 20-летие, только 20-летие Полонии Дона нашей организации. Хочу пригласить всех, да, во главе с вашей главой, да, с вашим президентом. Прочитайте? Да. Значит, уважаемый Магомед Исланович, да, приглашаем вас на традиционный бал поляков России «Полония», который состоится 25 мая в 18:30 по адресу улица Набережная, 295 в единственном на юге России яхт-клубе «Аврал» в ресторане у Джона Сильвера. Тоже поляк, самый что ни на есть. Сейчас на сцену приглашается председатель Ростовской региональной общественной организации чеченцев «Кавказ» Джамурзаев Юнус Диниевич. Также приглашается Едиев Амирхан Хадрисович. Уважаемые гости, уважаемые земляки, Сергей Фельдшин, ассаламу алейкум. Поздравляю всех с наступающим праздником 20-летия образования Ингушской республики. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, успешной учебы нашей молодежи и всего самого наилучшего. Добрый вечер, дорогие друзья, земляки. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям, поздравляю с 20-летием образования самой прекрасной республики, Ингушской республики, республики Ингушетия. Что я хотел бы сказать? Да, у нас две республики, но это не означает, что мы с вами должны тоже делиться. Мы с вами братья и сестры, и это самое главное. Никогда мы этого забывать не должны. К сожалению, бывает так сегодня. Когда ты видишь, это, в принципе, провокация, некрасиво, недостойно. Правильно? Это этого надо всегда исследовать. Теперь на русском языке. Мне очень приятно, что у нас есть Магомед Насипов. Любой повод, большой, маленький, а сегодня очень значимый повод для того, чтобы организовать такой прекрасный праздник. Но наш Магомед организовывает праздник по любому поводу. Он очень хороший организатор. Вот Алишер Ализарович говорил о том, что вот он руководит крупным предприятием, на самом деле это так. Вот он не только там порядок наводит, но он находит время для того, чтобы собирать нас, чтобы нам с вами создавать праздник. Давайте ему скажем огромное спасибо. К сожалению, нас помощников очень мало, но он один справляется с этой задачей, мы ему очень благодарны. Спасибо нашим гостям за такие теплые слова. А мы продолжаем наш праздничный концерт. И думаю, нам пора пригласить на сцену наших артистов. Право открыть наш праздничный концерт предоставляется танцевальному коллективу полномочного представительства Республики Ингушетия в Ростовской области ансамблю «Войнах», который был создан совсем недавно. И несмотря на это, молодые ребята и девушки стали дебютантами, прошедшие в Москве в марте этого года премии войнахской музыки АССА-2012. Ансамбль был приглашен в качестве гостей. Выступление было столь успешным, что одно за другим последовали приглашения на различные мероприятия, ближайшие из которых – концерт к 20-летию Республики Ингушетия в Саратовской области. Итак, на сцене танцевальный коллектив «Война». Встречайте!
В 1992 году на территории компактного проживания ингушей существовало всего лишь 2 предприятия. Не было вузов, спортивных школ, практически ничего. Начинать пришлось с нуля, но было главное – единство. Народ был полон решимости построить свою государственность. Были сформированы органы государственной власти и управления. Одним из приоритетных направлений стало образование. Несомненно, это была забота о будущем нашей молодежи, о будущем республики. Молодежь и сегодня активно развивается. Творчество следующего нашего участника известно многим, и он является автором и исполнителем многочисленных треков. Он уже успел выпустить свой сольный альбом. Одна из песен, которая вошла в этот альбом, называется «Ингушетия». Для вас ее исполняет студентка 1-го курса Ростовского государственного медицинского университета Анжела Арчакова и автор новой композиции Хизир Фаргиев. Вдыхая чувство и аромат горного ветра, покой охраняют сторожевые башни. Шелковый путь здесь проходил однажды, в эпоху древности враждебные народы. Здесь многие воины сложили головы, немало свершений, подвигов в истории. Маленькая страна больших героев. Золотая Орда, завоевав полмира, не покорились мы татаро-монгольскому игу, где горные орлы обитают вечно. Степным орлам там делать нечего. Отряды полководцев великого Тамерлана. Здесь состоялось сражение когда-то, стойкость и храбрость отважных мужчин. Враг не смог захватить всех горных вершин. Кавказская война, враждебное нашествие. Имам Шамиль здесь проиграл сражение. Видимо, Аллаху было так угодно обратить нас в ислам не мечом, а словом. В эпоху той революционной миссии, поход на Кавказ карательной дивизии, наши предки, дав отпор Деникину, остановили навсегда военную машину. Немецкое вторжение с огромной силой, враг у ворот проиграл здесь битву. Отчаянно сражались за родину и веру, дали отпор, отстояв ингушскую землю. Звезды здесь сверкают, как бриллианты, солнце луч ласкает своим взглядом. Небо застелено белоснежным облаком, ночная луна и золото высшей пробы. Земля богата своей плодородностью, воздух насыщенный ароматом и свежестью. Вода святая, кристально-родниковая, природа, как на картине, нарисована. Здесь капля дождя слаще меда, леса усеяны деревом ценной породы. Седые вершины, окутанные тайной, старейшины обладают мудростью знаний. Культурные ценности ковались веками, поэты восхищались, говоря стихами. Священные молитвы разносятся ветром, красивым голосом с мечети минарета. Народ здешний, духовно обогащенный, в лучших традициях воспитан достойно. Достигнем цели на благо процветания, высоко поднимем нашей республики знамя.
Мы стремимся к совершенству ислама, постигаем истину священного Корана. Всевышний предписал нам путь судьбы. Алхамдулилла, мы мусульмане, ингуши. Сейчас мы приглашаем танцевальный коллектив групп городской грузинской национально-культурной автономии и медий. Художественный руководитель Вано Турадзе.
Следующая наша участница успешно совмещает и обучение в Ростовском вузе, и творческую деятельность. Для вас поет студентка 5-го курса Донского государственного технического университета Малика Акациева. Самый прекрасный на земле. Красоту эту увидишь в сказке или в чудесном сладком сне. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. Наши словно жар птицы, а парни наши, как орлы. Своей землей мы древней гордимся и вечно будем ей верны. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. Чечне ты не был, не видел горных птиц полет, не видел, как в войнах не пляшут, напрасно жизнь твоя течет. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа, родина наша, ее нет ближе и родней. Где бы вы не были, что бы ни делали, мы возвращаться будем к ней. В горах Кавказа, родина
Сегодня в этом зале присутствуют и гости из Республики Ингушетия. С огромным удовольствием приглашаю на эту сцену замечательную певицу, лауреата многочисленных конкурсов как у нас в стране, так и за рубежом, народную артистку Республики Ингушетия Любовь Барахоеву. Она исполнит для вас несколько песен, первая из которых называется «Дякую». В ней поется об отчизне, о мужестве ее сынов и служении своей родине. Участвовать в этой прекрасной праздничной программе, в этом празднике. Спасибо вам большое, это Алгаз Волшан. Я хотела бы исполнить песню о России, потому что мы живем в этой прекрасной стране, автором которой является ветеран войны Владимир Алефиренко. Не назвать фамилию не могу, он живет в Азове.
Ассоциации Полония Дона вас поздравляет фольк-стиль ансамбль «Ростов». Yeah.
профессиональный самодеятельный коллектив греческого танца «Эллада», руководитель Фаинова Анна. Встречайте! А сейчас для вас снова выступит Анжела Арчакова с песней «Пропадаю». Кто узнает, как издает сердце стон, да горит в груди желтенее кровь. Вот она пришла и в мою жизнь любовь. Эй, любовь, а чему порою так жестоко ты? Пропадает сердце молодое от большой любви. Эй, любовь, а чему порою так жестоко ты? Разбивает все мои надежды и мои мечты.
удовольствием хочу еще раз пригласить на эту сцену народную артистку Республики Ингушетия Любовь Барахоеву, которая исполнит для вас очень известную и популярную композицию «Застольная».
улыбнувшегося нашему зрителю коллектива из Ингушетии «Город солнца», художественный руководитель, народный артист Республики Ингушетия, народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист России Тимур Дзейтов. Пока артисты готовятся к выступлению, мы зачитаем для вас благодарственное письмо министра культуры Республики Ингушетия. Благодарность Дарсигову Магомеду Беслановичу, постоянному представителю Республики Ингушетия в Ростовской области, за проведение Дней культуры Республики Ингушетия в Ростовской области в рамках празднования 20-летия образования Республики Ингушетия и большой вклад в укрепление дружбы и культурного сотрудничества между народами, министр культуры Республики Ингушетия Газдиева Марит Газдиева. Мне бы хотелось сказать два слова, поздравить всех с праздником и присоединиться к своими поздравлениями и подарить вам несколько песен от нас, от Ингушетии. Следующая песня. Иди прямой своей дорогой. Стыки все грозни, все упреки врагов своих удачи зли. Но так живи, чтоб наши горы тебя стыдиться не могли. Иди прямой своей дорогой, за ничтожеств не видать. В конце концов страшней намного
лучше, чем ты есть. Иди прямой своей дорогой, вражда ничтожеств не беда. В конце концов страшней намного их дружба, нежели вражда. И опускать веселье рук. Всегда, чем голосистее птица, тем больше хищников вокруг. Иди прямой своей дорогой, вражда ничтожеств не беда. В конце концов страшней намного их дружба, нежели вражда. Следующая песня. Кавказ! Добрые золотые времена, когда еще крупились на слова, и на скале стояла ты одна, а мимо проплывали облака. Забытые героя времена, другие ветры слышу я в горах. Добрые золотые времена, когда сверкали молнии в глазах. Эти молнии снежных вершин, это буйные территории, эти звезды на небе не раз.
Васильеву Беслановичу поставил бы памятник при жизни. Большой. Почему? Потому что он умеет очень красиво объединять людей, сплачивать. Он дал сидел, дал садок. Дай Всевышний тебе долгих лет жизни, чтобы та молодежь, которая сегодня здесь, у нас в Ростове, на Кавказе, чтобы они тебя и нас никогда не подводили, чтобы они были лучше всех, чтобы они пытались именно проявить себя и в учебе, в спорте, и во многих других благих делах. Я думаю, можно аплодировать. Я бы с большим удовольствием дал бы слово, ты же не русский, 50% с них не так, как мне. Дал бы слово Магомеду Арчакову, это прекрасный музыкант, басист, то есть бас-гитарист. Вот песня была, я жду Магаз. И Магомед говорит, слушай, что, давай, говорит, я тоже, говорит, и в будущем вообще, в перспективе, чтобы наш город был он такой перспективный, чтобы и в Магасе все, что возможно и невозможно, построили, и порт. Морской. В том числе морской. И вот такую песню написал. Я, честно говоря, не знаю, где там порт, на Сунже, если, знаешь, построить Волхостав, вот. И поэтому следующую песню, я думаю, Магомед сам лучше расскажет. Примерно сон. Ты уже все рассказал. Итак, песня называется «Порт Магаз». Ловлю такси и мчусь в аэропорт. Мотор ревет, как джазовый аккорд. А ну-ка, шеф, дави на газ, 2 счетчика плачу. Ну, поднажми еще чуть-чуть, я так домой хочу. Билет отмечен, сдан багаж. Но в буфет я не успел, какой пассаж. И голос в репродукторе оповещает нас. Кончается посадка, рейс Москва-Магаз. Слегка побрился, трамвай, метро, вокзал. Сержант, отстань! Я чуть не опоздал. Еще успеть бы зацепить дорогу 3 яйца. Потом кефир, цыпленка, говорит, мне хватит до конца. Амбал-носильщик срывается на крик. Потом купе, чуть трезвый проводник. И тот же грустный голос предупреждает нас. С 3-го пути уходит поезд на Магаз. А стационарно это суета. Когда же сбудется лазурная мечта? Возможно, в лимузине причалу подрулю и под восторженные крики по палубе пройду. И плачут чайки, шумит прибой, играет марш оркестр духовой. И лайнер океанский круиз увозит нас. Марсель, один из собой, заходом в порт Магаз. Плачут чайки, шумит прибой, играет марш оркестр духовой. И лайнер океанский круиз увозит нас. Марсель, один из собой, заходом в порт Магаз.
Спасибо. Следующая песня написана одной красивой девушкой из города Грозного на чешском языке. Называется она «Шовда». И вообще у нас в планах есть всем народам по одной песне написать. Я думаю, неплохая идея, да? Все поддерживают. Пока нашим братьям-чеченцам, девушкам нравится эта песня, называется «Шовда». Ну и в заключение своего выступления мы хотим ребятам, молодым парням, ингушам, посвященную песню спеть, которая называется «Галгай Кигинах», что в переводе ингушские парни, чтобы они всегда были хорошими во всех делах. Вот, итак, «Галгай Кигинах». Never
наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Дать свой чон, дать свой яшки, дать свой дочь ждок. Дят война нас, не дят нас, ложь на руках. Луз, сашуга, дейк, сашуга, голдай, кегина. Делай тахлин, делай парень, делай кегина. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Ири наши сеи, наши свода халару. Вейцана холчу, бата холчу, цаппы худацку. Солнце, мы всегда с вами, Баркул Холчак. Уважаемые зрители, сегодня мы попытались коротко рассказать, а вернее напомнить вам об основных этапах развития нашей республики. 20 лет – это только начало становления и укрепления государственности. Будущее нашей политической, экономической зрелости во многом зависит от нас с вами, сегодняшних студентов. Ведь очень скоро мы вернемся в Ингушетию уже квалифицированными специалистами. И кто знает, может в этом зале сидит будущий глава республики. Но как бы там ни было, каждый из нас обязан приложить максимум усилий во благо процветания Ингушетии. Мы благодарим всех присутствующих за внимание и желаем вам мира, добра и благополучия.